14 августа 1992 год. Жаркий летний день. Самый пик курортного сезона. В сухумских кафешках музыка. На пляже полно загорающих. Этот день мог стать самым обычным днем перед выходными. Но безмятежность нарушил грузинский вертолет, прилетевший из ниоткуда и начавший хладнокровно обстреливать пляж. В этот день война вошла в жизнь каждого. Вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию кардинально изменило жизни тысяч мирных граждан, неся с собой горе, разрушения и невосполнимые потери. Ощущение войны витало в воздухе, но ее начало все равно стало неожиданностью, и уж тем более никто не думал, что это надолго. Навсегда в новейшей истории Абхазии это день в календаре, День памяти защитников Отечества. В ночь с 13 на 14 августа механизированный батальон грузинской армии в количестве 1000 человек на 5 танках, вертолете с 10 пушками пересекли границу Грузии и вошли на территорию Абхазии. План вторжения в Абхазию носил кодовое название «Меч» и был осуществлен через 2 недели после принятия Грузии в ООН. Наступающих было не менее 2000 пехоты и до 60 единиц бронетехники. С воздуха военную колонну прикрывали боевые вертолеты. В 12 часов дня грузинские войска были остановлены в районе Красного моста. Мост был перекрыт и заминирован бойцами отдельного полка внутренних войск. Сюда же стали стекаться мирные жители, готовые оказать сопротивление врагу. Из оружия у них охотничье ружье и бутылки с зажигательной смесью. Но даже с таким нехитрым арсеналом удалось подбить 1 танк, первый абхазский трофей. Еще 2 грузинских танка были подожжены. Грузинское руководство не ожидало встретить отчаянное сопротивление абхазов. План молниеносной войны провалился. Сейчас надо каждому встать, взять в руки оружие и защитить нашу родину. Другого выхода у нас нету. Или мы здесь все положим головы, или же мы отстоим нашу родину. Колонны и кургалны брахер хорханигу. Шагатанка огия информация шум марация усом. Багатанка хуку брахит баш жабага батаяр бардем кугубрахит. Полковник Владимир Аржба на момент начала войны был командиром Агудзерского батальона отдельного полка внутренних войск. В одном из своих последних интервью он вспоминает о первых днях войны и о том, как организовывалась оборона на Красном мосту. На Красном мосту попытались здесь организовать оборону. Гиви Камугович как раз тогда подошел, Цугба Вахтанг был. И начали вот здесь вот какую-то имитацию обороны и договорились так. Я муж не оставил, сам сказал, что я поеду в батальон опять и по рации, потому что раз здесь бои, люди не могли бы, мой батальон не смогут сюда прорваться. А вообще зона ответственности батальона была восточная. Я поехал опять в полк, опять вышел по рации на Нурика и сказал, говорю, сюда, говорю, не двигайтесь, тогда, говорю, кого сможете собраться в кулак и двигаться в сторону Творчала. Часть разведвзвода моего, вот Бесик Джели, это командир разведвзвода, находился здесь. Ребята, офицеры, которые служили у меня, кто, будем говорить так, увольнение, кто просто по больничному, просто в городе был. Я говорю, собралось нас где-то человек 35. И они подошли ко мне, говорят, что танк на Белом мосту. И я даю команду Бесика Джелия. Гранатомет был у Вахтанга Гвинджия, но у него проблема, у него мениск или что-то такое, он бегать не мог толком. И у нас было всего 3 гранаты. Владислав Арзымба в течение нескольких дней никак не мог дозвониться по правительственной связи до президента России Бориса Ельцина. Его призывы к Москве, ООН, ко всему миру вмешаться в конфликт остались без ответа. Но никто сдаваться не собирался. В первый же день войны Президиум Верховного Совета Абхазии объявил мобилизацию взрослого населения от 18 до 40 лет и передачу оружия в полк внутренних войск Абхазии. В данный момент проведена мобилизация всего гражданского населения в Республике Абхазии. Проводится. Лично прибывает в полк, где формируются на отряды, группы и выделяется для перекрытия святых рубежей Республики Абхазии.
Известное телеобращение председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арзымба к народу прозвучало в полдень 14 августа. Он призывал к сопротивлению. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. На третий день войны абхазским ополченцам пришлось оставить позиции на Красном мосту. Сухум по ранее достигнутым договоренностям должен был остаться демилитаризованной зоной. Абхазы вывели свои формирования из города, но никакого отвода грузинских войск в село Багмаран не случилось, и 18 августа грузинские войска без боя вошли в центр Сухума. В городе начался обстрел жилых кварталов, грабежи, убийства и издевательства над мирным населением. Абхазы же начали формировать оборонительные рубежи на Гумистинском и Гагарском направлениях. Грузия заявляла, что ввела войска для охраны абхазского участка железной дороги, где якобы систематически происходили подрывы транзитных железнодорожных составов и хищения грузов. Но на самом деле, по словам историка Аслана Авицба, подрывов на абхазской железной дороге было всего 3, да и то на участке, контролируемом звядистами в Галском районе. Грузинам просто нужен был повод, и они его нашли. Но потом они, как помните, отказывались. Они поэтапно выдвигали причины ввода войск. Там, освобождение грузинских заложников, которых взяли в плен в Челенджихе, взяли в плен там звядисты. Потом их завезли в Гали. Потом их в тот же день освободили, но почему-то войска не вывели. Абхазские вооруженные ополчения приобретали в боях слаженность и опыт. С 11 октября 1992 года это уже не было ополчение, а Министерство обороны с генеральным штабом. 413 дней народ Абхазии вел освободительную войну. Сухум был освобожден 27 сентября 1993 года, а 30 сентября армия Абхазии вышла на государственную границу с Грузией. Безвозвратные людские потери составили до 2000 погибших. Память о тех событиях живет в архивных документах и воспоминаниях очевидцев, напоминая о цене победы и цене мира, в котором мы живем.